Это не первый случай, когда принимаются решения, которые вот приводят именно к кризисным состояниям. Вот абхазские компании, которые долгие годы являлись, в общем-то, как бы основными донорами нашего бюджета, то есть налогоплательщиками, они вот как бы раз за разом закрываются. Там. Через кризис разрешится. Вот когда мы перестанем в эти кризисы попадать, и это вопрос, я думаю, уже будет решаться после выборов. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы сегодня будем опять говорить об экономике. Давно мы о ней не говорили, тем более есть повод. Год остается до выборов, но экономическая ситуация в стране, в общем-то, если не улучшилась, если не ухудшилась, то точно не улучшилась, да, по крайней мере, за последние годы. Хотя обещали, что, по крайней мере, света и воды у нас точно с ними проблемы не будет, но, тем не менее, мы живем в графике. 4-5 часов отключает свет, и, в общем-то, и к этому привыкли, и каких-то особых, каких-то радужных перспектив нам, в общем-то, пока не обещают, и слава богу, что пока не обещают, хотя бы говорят правду. Мы будем говорить о экономике с нашим постоянным экспертом Ахра Арестава. Ахра, здравствуй. Социальный переток закончился, нам объявили, да, то есть, в общем-то, сейчас мы рассчитываем на свои силы. Купить генерацию дополнительную мы, я как понял, не в состоянии. Но и вообще у нас как бы с каким-то планированием у нас какой-то швах, я все-таки понимаю, потому что вот сейчас на последнем заседании парламента рассматривался вопрос, в первом чтении там был принят закон об акцизах, который освобождает там импорт винных материалов, да, это 30% из-за вот этой штучки, введенной, как я понял, в конце года, да, у нас уже более 2 месяцев простаивает винзавод, это один из главных доноров нашего бюджета, да, и я думаю, это стало огромной проблемой, и сейчас как бы эту ситуацию переигрывают назад. Вообще, почему вот такие вот как бы непросчитанные движения у нас, то есть сперва вносят 30%, потом вдруг понимают, что это было ошибочное решение, переигрывают. Как ты вообще считаешь, ты работал в правительстве, там, правда не в этом, но при той власти работал, но вообще как возникают вот такие вещи? Это не первый случай. Добрый день, спасибо за приглашение очередное, очень приятно. Это не первый случай, когда принимаются решения, которые вот приводят именно к кризисным состояниям. Такое же было решение, вы помните, по легализации майнинга, к чему привело, значит, до сих пор. И вот сейчас как раз ты перечислял постоянные отключения электричества. Значит, такое же было решение по снятию мер противодействия коронавирусу. К чему это привело? К тому, что люди резко стали болеть, больницы переполнились, и, естественно, своевременно не могли люди получить помощь из-за того, что не хватало мест. То есть страна была к этому не готова. И таких решений, к сожалению, я бы их назвал, это такие хаотичные решения, их очень много. Есть, да, которые привели к кризису, вот как остановка винзаводов. То есть остановился не один винзавод, да, Сухумский винзавод, он крупнейший, и производитель, экспортер, и налогоплательщик, но есть, я был на комитете, меня председатель комитета Беслан Халваш пригласил, у нас уже 4 экспортера вина. Но все они встали? 2 точно встали, потому что были представители, по-моему, 2 винзаводов. И в связи с тем, что они, значит, эта схема
с 30% акцизом на импорт виноматериала для них оказалась убыточной. А в убыток работать они не стали. И там, кстати, был вопрос не только по акцизам на импортные виноматериалы, но также был вопрос по акцизам на коньячный спирт и ряд других позиций, которые в страну импортируются как сырье для производства готовой продукции. Конечно же, там еще был такой момент важный, и несколько депутатов представителям правительства задали вопрос, кто инициатор, кто несет ответственность и за простой, и за убытки, и за налоговые потери бюджета. Ну, там вот попытался, я так понял, что он просто взял на себя представитель Министерства по налогам. Хотя Министерство по налогам экономическую политику не определяет, у них нет таких функций, они просто администрируют налоги. И почему они это предложили, тоже депутатам было непонятно. У нас экономическую политику определяет глава государства по Конституции. Значит, Кабинет министров реализует полномочный представитель Министерства экономики и часть функций Министерства финансов. И, ну, я думаю, что этот вопрос, опять же, через кризис разрешится. Вот когда мы перестанем в эти кризисы попадать, и это вопрос, я думаю, уже будет решаться после выборов. То есть до выборов уже нету той, скажем так, энергии, которая энергию дает народ, силу дает народ после выборов. И будет ясно, вот, сможем мы это все переломить или нет. С другой стороны, я смотрю, еще как бы у нас как бы идут проблемы там с крупными абхазским бизнесом, да, то есть это вот там вина и воды Абхазии попали вот в такую ситуацию, что они вынуждены были приостановить производство, распустить коллектив временно. Кроме того, сейчас кризис там с топливными организациями, занимающимися завозом и реализацией топлива здесь, в Абхазии, он, в общем-то, не разрешен до конца, да, то есть я знаю, что во многих наших абхазских фирмах, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, идут большие сокращения, то есть вот абхазские компании, которые долгие годы являлись, в общем-то, как бы основными донорами нашего бюджета, то есть налогоплательщиками, они вот как бы раз за разом закрываются, там какие-то другие, надежда на иностранных инвесторов, она как-то не очень оправдалась, и в принципе реализуется эта надежда по какой-то очень странной схеме, когда налоговый режим у них такой суперльготный, да, то есть и ждать каких-то в лучшем случае там оттуда серьезных поступлений можно ждать лет через 25. То есть, почему вот так происходит? Почему вот нет доверия? Вот, я не знаю, но странно, когда режешь курицу, которая несет, своя курица, которая несет яйца, и ты начинаешь ее вдруг так как-то резать, не понимая. Я не думаю, что не понимают, что они делают в реальности. Я не могу ответить на ваш вопрос, понимают они это или не понимают. Я исхожу из фактов. Эти люди работали до 2014 года, они делали то же самое. И сейчас они делают то же самое. То есть никаких выводов не сделано. Они не строят экономику, они не создают экономику, они не думают о национальной экономике, они не думают о создании очень серьезной национальной экономической элиты. Мы об этом говорили. Сегодня нет льготного кредитования, не решен вопрос серьезного банковского капитала. У нас не решены вопросы в налоговой сфере, у нас не решены вопросы в госуправлении.
Это все, кстати, было обещано, когда были выборы в 2020 году. У нас не внедрен электронный документооборот, все серьезные цифровые технологии, которые всю жизнь бизнесу облегчают, ускоряют. Все это не сделано. И, значит, вот эта логика действий, да, ныне действующей исполнительной власти, отнять деньги. А что будет потом? Значит, они, наверное, потом по факту, когда в кризис попадают, ну, вспомните, как было с майнингом. 600 миллионов, там 50 миллионов в месяц будет доход. Что мы получили? Мы получили сожженную энергетическую систему. 2 подстанции, более 70 трансформаторов. Это официальная информация представителей РУП Черноморэнерго. Значит, по акцизам. Предполагали доход получить в бюджет там 400 с чем-то миллионов. Что в итоге получили? Остановку предприятий и убытки. Значит, за несколько месяцев, точной цифры, конечно, нет, но речь идет, по-моему, за 100 миллионов рублей. И вот за эти месяцы будут убытки бюджета. То есть недопоступления. Убытки самих предприятий, ну, там руководители были, но они не стали уже озвучивать. Они были просто рады, что комитет поддержал и что они будут работать. И я пока не вижу, значит, в ближайшее время никакой перспективы в серьезной экономической политике, долгосрочной экономической политике, которая даст нашему народу ощутимый серьезный результат, даст нашему народу спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Это сейчас очень важно, люди это ждут. Я все-таки оптимист по своему характеру. Я надеюсь на то, что скоро выборы, и наши политические организации выйдут с серьезными программами на эти выборы и с детализированными программами. То общение, которое у меня вот с нашими гражданами, граждане ждут конкретные, значит, цели и задачи. Конкретно, какая возможна зарплата, какая возможна пенсия, значит, какая будет поддержка и будет ли поддержка серьезная нашим крестьянам, что мы из этого получит вся страна, будут ли лучше жить учителя, врачи, офицеры. И я только вот думаю, после выборов можно будет уже или ближе к выборам об этом говорить. Я вот, ну, ты знаешь, когда говоришь, программы будут, серьезные программы к выборам, у меня вообще какие-то, и мы уже привыкли к тому, что у нас какие-то все время серьезные программы к выборам, выборы закончились, эти программы взяли куда-то под сукно, и в общем-то результат все тот же. Нельзя ли как-то вот, понятно, там власть, она как-то никак не может свернуть с этих рельсов, на которые она встала, да, то есть все ждет там каких-то инвесторов с огромными там инвестициями, да, но при этом особо как-то и нет как бы инвестора, но может они и есть, но я не знаю, но и отдачи в реальности нет. Вот, в общую нашу экономику. С другой стороны, почему, допустим, вот сейчас вот как-то не презентовать какие-то реальные там программы экономического характера, которые бы помогли там как-то стимулировали бы власть к каким-то действиям? Я думаю, что уже процесс пошел, и, скорее всего, программы будут озвучиваться. Но я опять же говорю не об общих фразах. К сожалению, ни в одной предвыборной кампании детализированной программы не было. Что такое детализированная программа? Если вы озвучиваете какую-то реформу, например, электронный документооборот, он требует серьезных финансовых вливаний, то вы тут же должны говорить,
где вы изыщете эти средства, то ли вы будете бороться с теневой экономикой, то ли вы, значит, будете, значит, расширять поддержку там, реального сектора экономики, какая это будет поддержка, то есть нужна детализация, к чему мы придем. Просто озвучить красивую программу и потом не делать, народ это не примет и народ в это не поверит. И сегодня, я думаю, в стране достаточно людей, которые способны сесть и посчитать. Все же можно высчитать. Вопрос касается доверия. Вот в соцсетях проводят там опросы, и они, может быть, с точки зрения социологической науки не столь корректные, но в любом случае опросы проводятся. И если, например, там в интернете проводился опрос в ноябре, процент «никому не верю» там был в районе 39-40. А уже в январе этот процент вырос до 50. Вот после ратификации Пицунды, значит, ночной, уже 50%. В этой ситуации, когда такое большое недоверие среди граждан, да, я думаю, что политические деятели, лидеры должны очень серьезно отнестись к тому, что они обещают, и возможно ли это осуществить. Потом, вот тоже на днях был опрос, связанный, какую люди ждут заработную плату, ну, вот такая, какую бы им хотелось, да, заработную плату. И там вот процент более 60%, если там сложить, значит, получилось от 50 до 70 тысяч рублей люди вот хотят уже такую зарплату. Это не необходимость, чтобы они более-менее нормально могли жить. А наше правительство говорит, мы там 26, 29, они, наверное, думают, что это какое-то достижение. Это абсолютно ни о чем не говорит, это не обеспечивает достойный, нормальный уровень жизни. И, значит, политические лидеры должны думать, а как нам прийти к этому. То есть у наших соседей, у соседних государств там 700-800 долларов средняя зарплата, значит, это возможно, но если у наших соседей, значит, и при этом наши граждане более скромные. Например, в России недавно был опрос, 150 тысяч и выше. Вот граждане России хотят иметь такую зарплату, 150 тысяч и выше. Наши граждане, я вот говорю, там два показателя, если сложить, вышло, что у них запросы приземленные, то есть наши люди скромные. Но вот этот минимум, как обеспечить, надо думать. Значит, сколько надо создавать предприятий, на что делать ставку, на кого опираться, где можно обеспечить быстрый там, эффект в течение 3-5 лет. Мы это обсуждали в одной из передач. И я думаю, что только так. Если люди хотят, вынуждены, да, озвучивать, что им вот 50-60 тысяч необходима зарплата, то это цель, это реальная цель. Или пенсия, которая там 15-20 тысяч. Ну, вот по пенсиям не было еще опросов. Но я думаю, что те же будут цифры 15, 20, 25 тысяч. Средняя имеется. Они как сейчас, вот на днях тоже там 3 тысячи по возрасту пенсия, будет там 4 тысячи, но это же ни о чем. Это ни о чем. Ну и еще один момент касается зарплаты, да, вот парламент недавно ратифицировал соглашение о том, что на 2025 год будет как бы сохраняться вот эта надбавка к зарплатам бюджетников, которая идет из России, то есть это российско-абхазское соглашение, оно в принципе должно было истечь в 2024 году, да? То есть в 2024 году мы уже должны были практически полностью покрывать. Там какой процент мы должны были покрывать этих надбавок? 20.
25-м заканчивается. В 25-м заканчивается. Но вот дальше уже как мы, то есть там речь идет о 3 с чем-то миллиардов, я так понял. Вот эта надбавка речь идет, да, которая идет из России там, на зарплаты наших бюджетников. Вот закончится это, вот эти транши с Россией, они там закончатся. Там есть договоренность, по которой, по крайней мере, когда вот эти надбавки пошли, была договоренность, что постепенно их выплату возьмет на себя абхазское правительство. То есть абхазское правительство не в состоянии. То есть вот эти 3 с чем-то там, 3,9, кажется, 3,9 миллиардов, так или иначе придется опять найти у себя из собственных доходов, найти, чтобы вот эти зарплаты бюджетников как бы поддержать на том уровне, на котором мы сейчас их выплачиваем, наше правительство выплачивает. Как выходить из этой ситуации, если вот, ну, там, одни предприятия закрываются, другие простаивают, третьи, в общем-то, в каком-то ограниченном режиме начинают вдруг работать. Ну, единственная надежда у нас на удачный туристический сезон, но, как бы, в общем-то, администрирование вот этих туристических денег у нас тоже как-то не очень получается, да, вот доходов, которые приносит там туризм. Смотришь, там, 1 миллион посетило, 2 миллиона посетило, а потом думаешь, ну, а где же вот эти деньги, да, вот, в бюджете, как они аккумулируются, и смотришь, в общем-то, одни и те же предприятия, которые являлись главными налогоплательщиками, они так и остаются, эти предприятия. Так как найти вот эти суммы, да, денег, которые мы компенсируем? Или мы опять будем просить Россию пролонгировать это соглашение, да, и опять как бы датировать наши пенсии и зарплаты? Ну, начнем с того, что, да, действительно, в декабре, когда принимался государственный бюджет на 2024 год, сумма по софинансированию зарплат со стороны России была озвучена в размере 3,9 миллиарда рублей. Сейчас, когда вносилась, я так понял, это поправка, потому что в новостях это было озвучено коротко, на 2025 год сумма прозвучала уже 1 миллиард 700 миллионов софинансирования заработных плат бюджетников, значит, со стороны России. То есть речь идет о значительном сокращении. То есть сейчас, если это значит 2,200, мы должны уже доносить? В следующем году, да. Если опираться на те данные, которые у нас есть по экономике, у нас везде отрицательная динамика. У нас отрицательная динамика по соотношению экспорта и импорта. То есть у нас импорт. То есть мы закупаем товаров в 6 раз больше, чем мы продаем. Это тоже показатель. Мы вернулись к 2014 году. У нас из страны денег опять стало уходить больше, чем приходить. Здесь тоже отрицательная динамика. И это разрыв. То есть будет увеличиваться дальше. Тоже показатели отрицательные. У нас практически в реальных ценах не растет производство. Ну, я могу так сказать, что такое впечатление, вот, знаете, как вот человек тонет и вам кричит «помогите», а вы стоите и смотрите. И мер каких-то поддержки не предлагается. Наоборот, вот тот же акциз. Не, акциз это вот что такое? Это еще ему гирю там повесить на ногу, чтобы он быстрее утонул. Почему я акцентирую внимание на том, что в стране нужны глубокие, серьезные реформы, которые будут способствовать тому, чтобы мы обрели действительно экономический суверенитет. И ясно, что политика России, она в принципе понятна. Я так понимаю, что им вообще и не нравится, вот когда вы у них просите то, что вы можете сами. Но мы же тоже и работали, и общались с разными руководителями. Ну, я имею в виду и правительственные чиновники или чиновники администрации.
президента России. И они уверены в том, что у нас есть возможности для того, чтобы мы могли самостоятельно многие вопросы решать. А сейчас, тем более, вот эти 2 года, когда у нас туристический бум в связи с ситуацией вокруг Украины, это видно по денежному обороту, который фиксирует Национальный банк. У нас денежный оборот в стране увеличился в 3 раза. Мы это тоже говорили. С 54 миллиардов он достиг 143 миллиардов рублей. Это тоже подтверждает то, что говорят российские разного уровня руководители, что в Абхазии деньги есть. И их, кстати, очень, ну, по крайней мере, мое личное общение, даже буквально недавнее, да, они раздражаются, вот когда наш парламент или наше правительство хочет кому-то предоставить очередную льготу. Они это воспринимают, ну, как сказать, вот как будто, то есть мы тут льготы раздаем, а потом там ходим, то дайте нам денег на ремонт Черноморэнерго, то дайте нам бесплатный переток, то еще что-то там дайте. И вот эта политика России, она как раз нас подталкивает к тому, что мы должны серьезно заняться своей страной. Да, слушай, я не понял. Ты говоришь сейчас о том, что Россия раздражена, о том, что мы здесь кому-то раздаем льготы. Мы льготы не раздаем, кстати говоря, местным компаниям. Льготами у нас, в общем-то, льготный режим, очень хороший льготный режим предоставляется инвесторам. А инвестор этот российский, то есть большим каким-то компаниям, проектам мы предоставляем льготы. То есть вот аэропорт, к примеру, да, там другие какие-то еще есть проекты, которые мы тоже как бы активно, наши власти активно пытаются вот это все как бы обставить таким чрезвычайным льготным режимом, но как так получается? Россия раздражена, что мы российским инвесторам даем льготы? Здесь что-то не так. Нет, здесь, ну, Россия тоже, она многоликая, знаешь, там разные есть государственные деятели, есть кто за нас переживает, а есть те, естественно, которые, может быть, у них другие взгляды, есть те, которые вообще даже о нашем существовании, знаешь, не совсем там знают или понимают. И, конечно же, я, по крайней мере, говорю о тех государственных чиновников Российской Федерации, которые за нас переживают и владеют ситуацией. И они не могут не видеть, что у нас стал ездить более качественный турист, более богатый турист. Они не могут не замечать о том, что у нас денежный оборот резко в стране увеличился. И, конечно же, когда они знают, что есть вещи, которые мы можем сделать сами, ну, например, по денежному обороту у нас бюджет государственный должен быть уже на 5 миллиардов больше. А почему нет? Почему не случилось? Ну, на эту тему я уже говорил несколько раз, давала оценку кандидат экономических наук Хатун Ашатова. Она утверждает, что доля теневой экономики уже превысила 63-64%, что экономика ушла в тень. А для этого для того, чтобы с тенью бороться, надо проводить реформы, надо внедрять современные технологии. То есть, если мы собственные наши заработки составляют там 9 миллиардов, то 65% это более, в общем-то, 20 миллиардов, 22-23 миллиарда мы должны зарабатывать. Между прочим, доходная часть. Вот эту цифру, кстати, озвучил Дмитрий Маршан, депутат Национального собрания, недавно на сессии, что бюджет должен быть более 20 миллиардов. Год назад об этом открыто говорил Беслан Халваш на абхазском телевидении. И, естественно, те люди, которые умеют считать, грамотные, они понимают, что это вопрос, который
будоражит наше общество. Ну, и люди же, если Национальный банк открыто дает в прессу, что в прошлом году из страны там ушло почти 73 миллиарда рублей, а потом будет кто-то говорить, что в стране денег нет. Но если в стране денег нет, как из страны могло уйти 73 миллиарда рублей? Ну, это же никак не стыкуется. А потом у нас одна дорога вдоль моря, и наши граждане прекрасно видят и туристов, и качество туристов. Если нам раньше, скажем так, приезжали вот этот народный Рено, да, такой, в общем, Рено Логанов было много, так скажем. А сейчас, извините меня, туристы на таких транспортных средствах заезжают, которые даже застраховать, страховые компании боятся их страховать, потому что они очень дорогие. Там одно зеркало может стоить там 300 тысяч рублей. Поэтому это же люди простые все видят. Ну и второй вопрос, вопрос ожидания. Люди устали, люди же боролись. Люди боролись в национально-освободительном движении. Это же было массовое участие. Если только на Лыхненском сходе там более 40 тысяч граждан присутствовало, люди прошли войну, люди прошли блокаду, люди хотят результат. Мы сегодня что получаем? Мы сегодня получаем борьбу с иноагентами. Это, оказывается, приоритет сейчас. Вот, не борьбу с бедностью, не борьбу за справедливость, не борьбу за социально справедливое государство. Мы должны, оказывается, все бросить и бороться с иноагентами. Мы должны, ужесточать ответственность за клевету. Кстати, я, пользуясь случаем, уточнил в парламенте, я не знал, оказывается, вот эти 5 миллионов, которые были ежегодно закладывались на поддержку независимых СМИ, их урезали. То есть вот это вот логика убрали, да. То есть нам, оказывается, в нашей демократической стране независимые СМИ не нужны. Критика не нужна. Я хочу сказать так, вот тем, кто инициирует, да, вот такие вещи, вот у наших граждан, у них нет кабинетов, у них нет служебных джипов, у них нет командировочных расходов, у них нет этих привилегий, но у них есть другие привилегии. Это право выбирать власть свободно и демократично. И вторая привилегия свобода слова. Говорить то, что они хотят. Это их привилегия, которую граждане страны с оружием в руках завоевали. То есть им эту привилегию никто не подарил. Они ее сами завоевали. Других привилегий у них нет. И, зажимать свободу слова, клеймить людей, злиться или раздражаться от критики. Я думаю, этот путь он уже показывает. Нет результатов, все результаты отрицательные. И он ни к чему хорошему не приведет. У нас народ такой, любят люди говорить открыто и Апсва, шпачау, выхалашера с мамаусу. Это просто нонсенс. Даже при Лаврентии Берия, при Сталине люди выходили. Проблемы. Они знали, что будут люди проблемы. Они знали, что будут их арестовывать. Они знали, что их будут расстреливать. Но они все равно выходили и говорили. И это было и при царской России, это было при коммунистическом режиме. Зачем? Это же путь в никуда. Он же не дает никаких результатов. Зачем все эти ошибки повторять? Вместо того, чтобы, во-первых, критика для чего осуществляется? Для того, чтобы было лучше. Не для того, чтобы кому-то навредить. Своевременная критика, она позволяет власти оглянуться, посмотреть, лишний раз посчитать, пересчитать, задуматься. А не для того, чтобы лично я, например, у меня никогда не было цели, чтобы кому-то сделать плохо. Цель вовремя подсказать, вовремя поделиться
мнение, может, оно и в какие-то периоды неправильное, там может быть мнение, но это мнение. Но я считаю, что успех нашего государства всегда был и будет именно в демократизме, в культуре, в традициях нашего народа. Между прочим, это очень серьезный капитал нашего народа. Наша культура, наши традиции. Апсуара, Аламас, Апсуал, Аламас, Дузмо, Ваупха. Абас Ицшавион, Игирта, Авиларкуа. Ари, а экономика, а капитал дуб. Дуб. Почему? Потому что это репутация. Экономика не может строиться без репутации. А репутация у нас, слава Богу, очень богатая и серьезная. Ну, как-то экономика у нас как-то не для простых людей, вот, чтобы они понимали, мне попались буклеты австрийских банков. И австрийские банки, они через свою вот эту печатную продукцию пытались объяснить гражданам других государств, насколько они, надежны, что в их банках вы можете доверить, там свою пенсию хранить или свои деньги хранить. И там расписано, что этот банк, я сейчас название не помню, его основали, там барон такой-то, фамилия такая, семья такая, там 200 лет назад, 170 лет назад. То есть они это превратили, что в вопросы доверия. А у нас-то это наш багаж, и зачем мы должны это разрушать? То есть если абхазский народ всегда был демократичен, всегда каждый абхаз достойный имел право говорить свое мнение, и это считалось всегда нормальным, и это считалось плюсом, зачем нам от этого отказываться, если это нам даст плюс? Мы только благодаря высокому уровню своей культуры можем серьезно влиять на экономические процессы, включая на серьезные инвестиции. Но на этом я все-таки буду завершать. Хорошо, что у нас свобода слова еще сохраняется. Хорошо, что с тобой ничего не случилось после твоих рассуждений по нашей абхазской валюте, о перспективах, о перспективности нашей абхазской валюте Апсар, да, там боги наверху абхазские местные на тебя серчали, но тем не менее, в общем-то, слава богу, ничего не случилось, да? Между прочим, Апсар, он не был изначально в законопроекте о валютном контроле, он тоже обсуждался на комитете. Представитель кабинета министров, она объявила в парламенте, что Апсар как официальную валюту включили в закон о валютном контроле. Так оно у нас и так считалось официальной, одной из официальных валют. В общем-то, я вынужден закруглять наш разговор. Мы сегодня с Ахрой Аристова говорили об экономике, об ее перспективах, или точнее, перспектив мы пока, в общем-то, особых и не видим, тем не менее, мы говорили об экономике. Я напомню, что вы можете видеть нашу передачу на YouTube-канале «Чегемская правда», на одноименной странице Facebook, на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su, на телеканале «Абаза». В общем, подписывайтесь на нас и на YouTube-канале, и Facebook. И я буду с вами прощаться. Ахра, большое спасибо. До свидания. До новых встреч. Вам тоже большое спасибо.